Бро, смешно, бро, смешно. Это шоу у меня было, где люди рассказывают истории, о которых нужно молчать, но они о них говорят. И сегодня у нас в гостях на Вай-Балалай пространство и эксклюзивно в Мост Даша Габышева, Паша Бояркина и Лиза Винокурова. Так, вы все с детьми же? Каждая с детьми? Да, они за дверью все. Сколько детей у тебя? 4. 4? 6. 6? 2. 2. Мы предположили, что это так выглядят женщины просто с 2 детьми, с 4, и с 6. Вообще прекрасно же. Где отличие? И по мне сразу видно, что 6 детей. Ноль По закладке. детей. По волосам можно сказать. Если по волосам наверняка, у сколько было времени, что я просто помыла голову. Ты вот видишь, самая свободная. Видимо, Спасибо моим девочкам. Так, смотрите, в чем сложности вообще? Есть сложности в 2, 4, 6? Конечно. Ну-ка, давайте. Ну, у тебя Время? какое вообще мало времени. Как бы можешь молчать, нет? Что-то слишком много один. Да. Ну реально, времени мало. Но с одним ребенком сложнее говорят. Почему? Ну, с одним ребенком как будто сложнее, но на самом-то деле, если с 2 детьми, это легче, когда 2 детей сами с друг другом играют, и чуть-чуть много времени получается. А с одним ребенком такая ответственность, все равно ребенок требует внимания. Блин, чем больше детей, тем легче. Ну типа один занимает просто время. У меня твое, никогда да? не было Как одного нянечка. ребенка. Я сразу родила. А, точно. Я не знаю. У тебя же пацаны Поэтому сразу я вдвоем. понятия не имею. У меня было сразу 2. Ну, это такой шок, мне кажется, для организма, и вообще для... Ты же тоже Морально. Ты же тоже. Ну, я же пока репетировала. там, Пробные версии да, были. А у Даши, получается, сразу бац, вот так вот. Блин. Поэтому я не знаю, что Ага. когда у тебя один ребенок. Нет, супер, вам весело зато. Вот я домой прихожу, я просто ложусь на кровать и отдыхаю. Просто лежу, Ты смотрю. можешь тоже смотрю помолчать, если что-то не то говорит. Хочешь повеселиться? Смотрю. Детей можно выйти. Да сколько? 12 детей должен я забрать. Да не-не-не, ничего себе. Вы вообще в целом Нет, можете смотри, берешь детский сад 12, открыть втроем. да, берешь 12 детей, каждый день берешь по косарю с каждого ребенка. Вообще без... С каждого ребенка? Да. У вас зарабатывают дети прям? Ну, мои Конечно. зарабатывают. Пособие никто Да? не отменял. Да, Ну, да. прикинь, того у тебя будет там, ну, Капец, условно. это же бизнес-план. Да. Всё. В день 12 ты можешь тысяч в заработать. день. Забирай наших детей. Клиенты Нормально уже готовы. Я бы отдала. Да, я бы не взял. Ладно. Они сами по себе друг друга смотрят. Ну, конечно, это самый главный обман. Да, они сами по себе вообще ходят. Они сами все растут, вообще ничего не просят. Ладно. Нет, я тоже в целом, Нет, я нас должен сам- стать отцом уже. Сколько вот мне? А, где-то кто-то В планах ходит есть? беременеть? Не-не-не, никто не... Где-то кто-то беременен. кто-то. Никто пока не беременен. Никто пока не... Но я вообще планирую в голове, Но что... стремишься к этому. Ну да, я пытаюсь. Я Пытаешься. культивирую в себе это желание. М. Очень сильно. А у меня было шоу, в котором гости рассказывают истории из жизни на определенные темы, а потом выбирают, чья история была круче. За себя голосовать нельзя. Я подготовил подарок. Реально? Для человека, который выиграет, подготовил Блин. подарок. Да. Я всегда каждый раз лично подбираю какие-то подарки. Прикольные, но не знаю, может быть не прикольные. Люди смотрели, может уродский подарок. Итак, давайте выберем, на какую тему начнем сначала разговаривать. Выбирайте любую. Какую хотите? По очереди. Чё? Ну, кто? Ну, первая Бронислава. Айка. Как что там написано? Было страшно. Было страшно. Тема «Было страшно». В общем, короче, мы с подругами поехали в домик, в арендованный домик, в район за Усхотыном, я не помню точно, как он называется. Сатал. Сатал, да. И туда было очень сложно как-то добраться, типа даже по Всегда воде. сложно добраться Что-то туда. как-то мы так долго искали. В общем, приехали, обосновались, вроде классно, все прикольно. Нас было 4. Мы, как обычно, с девочками посидели, поболтали, поиграли даже на столке. И такие где-то 3 часа утра, такие, ну все, будем спать. Ложимся. А сколько И вас было? Нас 4 было, и мы приехали отдыхать, то есть, потому что это был сентябрь, и мы очень уставшие были. То есть много работы было, у моих подруг там бизнес, и на 1 сентября у них было жестко много нагрузки. И вот ретрит, короче. Вот поедем отдохнем. Дауншифтинг. Да, и еще некоторые подруги приехали из-за границы, ну, на время, получается, в Якутск домой, и мы как-то вот насладиться, короче, общением решили, подальше от всех. Уехали. И я еще про себя подумала, так далеко до сюда ехать, и ты даже не объяснить никому, как сюда приехать. Ну, в целом, да. Да, и там еще проезды были засыпаны вот такими кучами песка.
То есть, походу, отсыпка идет или что. И нам приходило... то Но есть, там район строят же. да, они, и там то не есть, было, было ощущение, что как будто нельзя проехать. Ну, мы вот окольными путями добрались до той точки вообще. А потом, вроде бы, надо вот сразу такие пометки, что на заборе было написано, что ведется видеонаблюдение. Вот в месте, в котором вы были, в этом Да, домике? там висит такая... А вот смотрите, домик стоит, и там внутри в ограде что-нибудь есть? Там есть вот эти, как они называются, Гирлянды? лампочки, да, А, красивые, а. мангал и красивые уже желтые березы. Очень, прям было кайфово на самом ничего деле. себе. Внутри было классно. Мы приехали, вообще супер посидели, то есть мы прям сидели и типа, так здорово, вот мы такие молодцы, что мы поехали. Вот это, знаешь, постоянное ощущение, типа, какие мы молодцы. И, 3 часа ложимся спать. Мы поделились, короче, кто-то внизу лег, кто-то наверху, лежим, и, короче, жесткий стук вот такой. О, мамочки. Даже Аж мне страшно стало. Нельзя так делать, да? Где можно. Просто не страшно просто. Короче, вот такой стук. И девочки говорят, Даш, стучит что-то, да? А ощущение, будто что стучит металлическое что-то. Я говорю, слушайте, ну обычно, говорю, в частных домах есть бойлер. И бойлер стучит. То есть, когда вода набирается, мы же только что умылись, наверное, вода набирается. И потом кто-то говорит, тут нет бойлера. И мы такие, и звук продолжается. И мы такие, просто, ну, я сейчас, и мы начали... 4 девушки. Да. Мы начали волноваться, то есть, потому что уже ты не понимаешь, что происходит. И кто-то говорит, а может это в забор стучат? Блин, может быть, да? И мы такие, Я уже «Да, там, если что, я там. Может Я быть, ищу. забор. То есть Ага. на улице темно, там нет фонарей на этих улицах у них. То есть только наши лампочки горят. И, то есть, по сути, как будто логично, что кто-то мог прийти на вот эти лампочки. И мы смотрим, мы закрыли окна, потому что там большое панорамное окно. И Вас видно было бы. и мы закрыли окна, там Total Black, такие плотные шторы. И я открываю, и чисто интуитивно я понимаю, что нужно начать снимать, потому что если я умру, надо, чтобы кто-то Ой, боже Увидел мой. это видео. увидел это видео. Потому что я звонила хозяевам домика, и у них отключен телефон. Прикиньте, просто отключен телефон. Ну, в Я 3 часа снимаю, ночи у я меня тоже говорю, был отключен телефон. да. Просто я знаю, что у меня призраки в доме. Я снимаю, и такая... Начинается паника, короче, сзади. То есть подружки начинают паниковать, и еще очень интересно, что это реально выглядит, оказывается, как в американских фильмах. Есть такой человек, который говорит, давайте пойдем и выясним, кто это. Сейчас, и если там кто-то, я сейчас ему врежу. Я говорю, Это не ты. Нет. Я говорю, ты когда-нибудь была в таких ситуациях? Ты когда-нибудь, ну, попадал? Она говорит, нет. Я говорю, а что ты сделаешь тогда? Ну, мужик просто стоит, прикинь. Ну, я не знаю. Я говорю, и она успокоилась такая. То есть она начала думать, как бы, о итогах, что мало ли что. Ничего. Короче, ну, давайте подождем. То есть мы сидим, ждем, звоним. Я звоню, получается, хозяевам дома, они мне не отвечают. Но, знаете, Стук продолжается. Стук закончился. О, Стук закончился, и мы просто смотрим в окно. интересно. И просто над забором появляются белые пятна. Очень. Просто белые пятна. Прикиньте. Спасибо Мосту за поддержку якутского контента. Прикиньте. Пятна Над внутри. забором. Это Пятна? как цвет или... Как что-то белое. А, это может шаровая молния была. Это Это летом? это летом? это пара человека. Смотрите, короче, это же- появляется что-то белое, и потом это белое просто переваливается через забор и вот так вот падает. И начинает передвигаться по земле, прикиньте, вот так. И моя русская белка. подруга говорит, это абаи пришли. А ты Она снимала? единственная. Не, ну подожди. Я уже не снимала в этот момент. А потому почему что смеетесь-то? Подождите, давай, что дальше-то? Нет, а размер какой у А что белого за дом? существа? Оно было по земле, то есть оно казалось, что оно как как собака? бы очень маленькое, но плоское. И реально было ощущение, что это как в фильме «Звонок». И потом, когда у нас же свет от лампочек чуть-чуть есть, когда оно начало выходить на свет, стало ясно, что это ползет женщина. Чё? Длинными черными и босиком! Чё? Нет. Да! Она босиком, и это лосиный пуховик, все белое, прикиньте, в сентябре. Это реально человек. Да, прикиньте. Но она ползет, по всей видимости, ну, там же забор из, как это называется? Черепицы. Да, ну Да? такая вот... Шифер? Ну, короче, об нее шифер. можно поцарапаться, Черепица, понимаете, это черепица. Да, то есть это в общем, небезопасно Ну, такой я забор. понял. И она перелезла и А поцарапала. я про себя начала думать, как она вообще перелезла, потому что я четко помню, что с той стороны забор очень плоский. Ну, от страха, наверное. То есть... Она тоже боялась, я думаю. То есть это человек был, а не баба? Ну, Давайте что, даже блин, до все конца. страшно. И что в итоге? Да, короче, Ещё она хуже. доползает до нашей двери и начинает долбиться в дверь. Ага. И вы что? Это ваша подруга.
Нас было 5. Мы Машу забыли. Нет, но особенность в том, что мы не пили. То есть мы, ну, как бы, у нас такая компания. Нет, да. может, она пила. Вот. А мы ее решили выкинуть из забора. Из-за того, что напила. Да, мы с тобой Ну, не в итоге- дружим. и чё в итоге? И, в общем, короче, начинает долбиться в дверь. Ну, Она опасно, я бы- встала. я- Или лежа. Да, она уже Я бы стоит, не открыл долбится ей, в дверь. конечно. Ой, Да, боже мой. и я говорю следующее. Девочки говорят, надо ее впустить. Я говорю, нет. Ну да. Я говорю, представьте, а если она не одна? А если она бага? Нет, а вдруг есть- маньяк за ней гонялся? Ну, Это же тоже страшно. Ну, если бы это было, мы бы увидели результат. Мгм. как бы. Маньяка, Тогда может кровь быть и что-то. То есть, я говорю, нельзя пускать чужого человека в дом, если ты понятия не А имеешь. она видит, что вы там что-то Ну, то шебуршите, есть она да? уже, ну, лампочки-то горят, понятно, что видно, что там кто-то есть. Говорит, вот Из-за открой- шторки. Да, и там такая маленькая кошка, и мы такие смотрели. И одна из моих подруг приняла такое решение, она говорит, ну, как бы, говорит, что вы хотите? Переговоры. И мы... С собой. И она начинает говорить, что нужно, чтобы мы ей дали позвонить. Мы говорим, давайте мы позвоним с вашего номера, то есть по тому номеру, который вы продиктуете. Она чтобы за объяснила вами- какую-то ситуацию, ничего не объяснила? да? Нет, просто дайте да, позвонить. позвоните моему там парню, мужу, ну, то есть какому-то мужчине. Она в крови. Или это, нет? Да, это мы выяснили потом, когда уже ее не стало. В смысле? Она ушла. Вот. Сколько То есть экшена. мы позвонили тому человеку, которому она сказала позвонить, по тому номеру телефона. И получается, что там взял трубку мужчина. Точнее, сначала звонили, а она без телефона, прикиньте, сама еще. То есть на ее Она номер выпившая, звонили, да? Ну, очевидно. Да. То есть босиком, без обуви, без ничего, без телефона. Молодая, вообще старая, где-то, в возрасте. Ну, я думаю, что, наверное, наша ровесница. Ага. Да. Длинный- 18, правильно? Ну, конечно. Что- Вот. Без детей. Убежала с от вечеринки. И уже в белом была. Вообще, да. И, короче говоря, это 50 Да, пальцев. да, да. Вырежьте это, если Да что. нет, ничего. Ну, сейчас, тогда еще никто не знал, что существование таких вечеринок просто. Так вот, она прибежала, и мы позвонили, за ней вернулись, за ней приехали. Ой. Она ушла. То А есть, это точно ее друзья были? мы не Ну а знаем. кому она будет врагам звонить? Алло, враги, ну заберите да. В общем, меня. в общем, ничего не понятно. Когда уже она ушла, она сама открыла калитку с стороны и ушла. То есть мы калитку уже не закрывали, просто в доме сидели и немножко были в шоке. Блин, ну Утром это жутко. созвонились, все-таки взяли трубку хозяева дома и сказали прекрасную фразу. Сказали, что я отключаю на ночь телефон, чтобы меня не беспокоили. Я тоже бы так делал. Нет, ну когда ты сдаешь в аренду кому-то Где? что-то, это странно так Это делать. странно, безответственно. Ну да. А знаете, что случилось в итоге? Чтобы, если уж говорить, ну, как бы на чистоту. Ну. Оказывается, где-то через какое-то количество улиц Была... есть тоже домик. И там что произошло? Да, и там, по всей видимости, у них произошел конфликт. По всей видимости, этот мужчина тоже был нетрезвый, потому что он сломал забор, оказывается, вот этого дома, в котором мы были. И эти люди, они отрицали, что был этот инцидент, что мы все выдумали. Но у нас был контакт этого мужчины, потому что мы ему звонили. Блин, И а прикинь, это, короче, была хозяйка сама. Типа, ты же ей дозвониться не могла, у нее телефон как раз не было. Это... О, Ну, то есть, прикинь, да все может быть. То Ну есть, да. тут тайна покрытая реально мраком, но в моменте, честно скажу, мне никогда еще так страшно. Нет, мне было так страшно, Ну, но да, именно жутко. вот ощущение какого-то вот этого чего-то нереального, это хтонь какая-то. чего-то необъяснимого, мне было очень плохо. А я Это вообще- прикольная Вот история. белая через забор. А так и было, реально. Мы просто сидели, и когда моя подруга говорит, все, это Ещё обалдеть». темно То есть, тогда. прикинь, на полном серьезе. То есть, Ну да, если даже славяне верят в это. настолько ты уже согласен, типа, с тем, что по-любому. Потому что даже оно так выглядело, что это не похоже было на человеческое существо. То есть это было, точнее, правильно сказать, это было не похоже на человека, это было похоже на существо, потому что это вообще перелезть, там забор супер гладкий. То есть это надо было, я не знаю. Высокий еще, наверное. Да. Ужас. Это Ну, спасибо. Ладно, и до раза. Так, У меня тоже такой, ну я коротко Давай. расскажу, примерно такой же простук, но реально там не человек был. Короче, я выросла в детском доме, я постоянно вам рассказываю, да, примерно. И каждое лето у нас был в Верхневилюйске лагерь, куда отправляли детей, ну летом, как типа лагерь, ага. И получается на лето меня, короче, отправили в мирный лагерь. Ага, я там побыла и пришла через месяц. И получается мне говорят,
Паша, вот это наш лагерь детдомовский, и ты будешь спать возле печи. А там старые дома такие, все из старых домов заброшенных сделали лагерь. И типа столовка такая, построили столовки, ну как, да, Печка, мне уже не нравится. Да, и маленькая, а там печка такая, и маленькая такая кровать. Это как заброшенная деревня, получается? Да, как старая заброшенная деревня. Прикол. В начале Верхневилюйска, а сейчас там цех и проводят. Священное место вон Калбут. Ага, и получается, я такая, а чё вы меня все в маленькую кроватку? А я маленькая тогда была, говорю, туда меня в угол. Ага. Они говорят, ну просто поспи там, потом сама как бы это. А я испугалась, конечно, жестко возле печи спать, возле маленькой кроватки, да. Ага, и там старый такой дом. И я в детстве же всегда так было, когда у подружек ночуешь или там говоришь, можно я с тобой буду спать, если боишься. Я у одной девушки попросилась поспать. А у нас же всегда так, кто, допустим, хозяйка, ну, кровати, да, спит возле стены, а ты с глазу Да-да-да, ты у края, короче. Или тебе в ноги вот так в я лицо, с краю, вот стена, короче, она здесь спит, а я здесь. Ага. А короче, потом я такая сплю, так мне так уютно. Ну, хорошо, что не возле печи, как говорится, да. И я такая, и вот когда Даша тук-тук-тук сказала, я так испугалась, вообще реально, мне до сих пор мандраж, до сих пор, я не знаю, тревожный какое-то это состояние. И получается, ну вот стук. Ночью хотелось поссать, блин, вообще не в тему, да? Ну это всегда не очень запланируемо. Все спят, электричества нету, летний заброшенный дом, электричества нету, есть эта печка, которая не работает ни хрена. И все дрыхнут, там 6-7 человек в этом домике, и я хочу писать, капец. И какой-то стук возле печи. Я думаю, Типа изнутри печи? Это даже не дверь? Изнутри печи, типа? Нет, возле печи, вот как будто тык-тык. Я думаю, это пиздец, короче. Я сейчас обоссусь прямо в кровати, думаю, ага. Еще и не в я- своей. Я не встану, да? Я же такая говорю, ну боже мой, я же специально сплю с подругой, почему сейчас? Я же себя так отгородила от этой печи, как говорится, да, что-то случится и так далее. Она тебя звала просто. Она не звала, она стук оказался как будто кто-то идет в мою сторону. Боже мой. Сперва тук, и потом в мою сторону. Оказывается, человеческий организм так устроен, что когда страх вообще вот-вот приближается, человек просто тупо вырубается. Да. Я вот помню, что мне так страшно было, и этот идет ко мне, короче, вот так. Ага, ну вот так Ты вот в обморок рядышком. упала, наверное, тогда, да? Нет, типа? я уснула просто. Как будто защитная реакция. Да. Защитная Мне кажется, это реакция. был сонный паралич у тебя. Нет, у меня все, Да? я прям реально помню, что хотела ссать, вот это все реально было. И я такая, ссать, извините меня. Ну, Туалет. да, и получается, вот этот вот идет ко мне, я помню, что мне было так страшно, но я не помню, как я уснула, блин. Ну, от Ну ты не страха. смотрела, да? Что Нет, там? конечно, Давай. я не то, что... Я такая... вот Или так Барри-Холм. делаю. Я вот А нельзя подружку- смотреть же по-любому. нельзя Да, смотреть. конечно. Увидел бы А я всё. даже не могу, я до такой степени боюсь, со мной человек лежит, подружка моя. Я же могла сказать, блядь, просыпайся, меня нахуй, блядь, что-то там идет. Оцепенение пошло. Вообще ты ничего не Ну, можешь я, короче, сделать. я, короче, могу сказать, что это может быть сонный... У меня, короче, я часто же страдаю сонными параличами. И ты когда в сонном параличе просыпаешься, ты Я просыпаешься знаю, что такое. в той же ситуации, где ты находишься. Я просыпаюсь у себя дома, все норм, все обычно. Как я проверяю сонный паралич? И я кричу, у меня дома типа голосовой помощник Алиса. Я кричу, Алиса, включи музыку. Она не включает музыку, значит, я сплю. А, Я да? вот так проверяю себя. Прикольно. Но Нифига суть, себе. а так вообще непонятно как. У меня Хороший тоже бывает лайфхак. сонный паралич. Нет, я вообще разделяю, но это было наяву, потому что Да? я сейчас расскажу. Я не помню, утро наступило, и я такая, как я избавилась от этого, такая. Ты не ну, описывалась. я не описывалась, я пошла, как бы всем рассказываю, и там был маленький мальчик Ферганчик. Ферган, возле которого спал тоже рядом с О, печи. печки. Ага, и он говорит, а вы знаете ночью что? Я такая, что? Возле Паши подошел человек ночью и стоял вот так вот. Вот так руки А почему мы с этого начали выпуск вообще? У меня аж мурашки, я такая, все, пиздец, я умираю, короче. Обычно же говорят, если кто-то Ну, что-то около, видит, значит, да. что он Ну, уже все близок, конец да, близок. да. И я думала, пиздец, такая, думаю, хорошо, что я буду. Я думала, вот это вот подошло ко мне, я же новая была, все-таки новенькая, после лагеря такая крутая, пришла и там, ну, вот так вот, короче. А потом я забыла это было реально вообще. О. Это единственное реальное вот такое вот. Блин, прости, Я чуть что не- мы Ага. сказали тебе вспомнить. Флэшбэк тебе вообще. Да. Ты, Мамочки. да, не бойся. Ну вот, когда она сделала тык-тык-тык, я аж вот так вот. Ну, я, честно, тоже боюсь очень таких этих громких стуков. Но
Потом я недорассказала. История такая, сказали то, что женщина в этом доме когда-то блыр-блыр, да, как по-якутски говорят, ребенка родила и мертвого, то ли убила сама. И ходит ищет И своих детей? закопала в этот... Есть же старинные же дома, есть такие Анкуча. досочки. Анкуча. Подполье? Нет, вот досочки же картошки? есть. Под Досочки, нее. старые дома, Да, да, старые да. дома. Ага. Под нее Насыпь просто там насыпь закопала. есть, короче, под насыпь, Ага. да? О, Под насыпь закопала своего ребенка. И... Ну, это я не знаю, точно не могу сказать, но мне вот так вот сказали. Ну, Ферганчик, он никогда не врал. Он всегда видел что-то это, и я ему как бы верю. Блин. Ну, не зря человека так Страшно. назвали, конечно, перганчик. Страшно. Страшно. Не, это страшно. Это очень страшно. страшно. Все. Ребят, у нас микрофон там. В кадре. В кадре. У нас микрофон. Нет, Это меня тоже, вызвали. это тоже. Это просто тоже. Типа, и прикиньте такой. Это мистика. Это мистика. Он испугался. А он не там был, он же всегда... Не, он чуть выше поднимается А. сейчас, опускается. В кадре. Почему не надо над моей головой? А прикинь, он Не, упал на тебя в этот момент, когда Он не Паша упадет, он не рассказывает. упадет. Ну, знаете, вот так всегда говорят, он не упадет, и потом, блин, тебя увозят с концерта. О, боже. С кого? Тебя? Ну да. Концерта Дима Билана, я шучу. Паша, сплюнь! Никаких дискошаров. Вот тебе и интеграция. Кстати, Интеграция, которую мы заслужили. диско-шар, он был тяжелый, да? кстати? Ну, Да, блин, да, вообще, говорят, Саша, тяжелый. да хоть стакан ты скинь с такой Нет, на высоты. самом деле, да, вот это я тоже хотела Из сказать. стекла был сделан, да? Я-я-я. Но там в целом, короче, все что угодно ты скинь, там сила свободного падения очень Да. тяжело будет. Даже яйцо, да, говорят? Чем Да? меньше предмет, тем хуже еще. Ай-яй-яй. Да, он типа очень предметно. Потому что он так... Ой, можно быстрее? Хорошо. Мне страшно как-то. Давай. Давайте. Все, Лиз. Ну, давай бегом. Ну, реально. Главное, сами 2 часа рассказали. Давай. Было страшно, Дин. Я тоже пыталась вспомнить, что страшно у меня было в жизни. И хорошо, что я последний рассказываю, потому что у меня таких моментов не было, то, что у меня абага, и такого вообще не было. Я сама себя пугала. Да? Но это было, когда мой самый страшный случай был такой. В деревне, в маленькой Сайлыкка, мы любили читать газету «Кым», и там всегда был такой Это интеграция? блок. Газета. О, боже, кстати! Сейчас Нет, самое это. я очень хорошо отношусь к газете Нет, «Кым». У меня нет проблем с газетой «Кым». Да ни у У кого меня нет есть проблем. проблемы с редактором Да газеты ни у «Кым». кого нет проблем с этой газетой. Да, хорошая газета. Хорошая А вот газета. отлично, Что вы прекрасная газеты газета. читаете? Давайте Ну, повторим мне еще там раз. сколько лет было? Крыволам, никаких Нет, развлечений сейчас не вам было. сколько лет? Мне 28 сейчас. А, да, и вы читали газеты? Ну, делать Даже я не нечего. читала. Настолько делать нечего. Ну, Ни я тоже читал, мне телефонов, 29, я ни тоже в деревне Я тоже нечего читала делать. газету, я Алёк обожала мой читал, «Выпуск Кыма не вечерний». было, Алёк мой читал У газету. меня даже не было. Алёхма у нас на 2 языках выходила. Да, Русский, вот русский, да. прикольно. Ну, там, блин, мы читали не новости, типа, что у нас в политике, где мы А криминал? Не С криминал, Конкорда там, а да? страшные истории там были всегда. Классный заголовок, да. Там всегда было очень интересно. И мы решили, любили пощекотать себе нервы. И там была такая история, такая, по идее, смешная, но почему-то я ее испугалась. То, что когда ночью в озере появляются ичилер. И эти ичилер, они выглядят как лодки, которые не лежат, а стоят по 2 мамочки. метра. И они там типа как собрание кулек стоят и что-то там шушукаются. И какой-то охотник, он ночью пришел и посмотрел на это собрание этих лодок, но это ичилерден. И я почему-то этот рассказ так впечатлил меня, и я всегда представляла везде эти лодки. И я боялась Типа лодок. духи в виде лодок такие, Да, и они вот так стоят, и, блин, страшно ходят, и типа... Это реальная история была, Это да? реально. Они как в история. этом, как Хаяо Миядзаки же есть тут. Да, я тоже подумала об Да, этом сейчас. ну, страшный звук, большое такое, что там, существо, это же Ну, вообще как страшно, по идее. Лабынкырская вот эта движня. Типа такого. И я всегда боялась вот возле озера, когда хожу, то, что эти духи появятся. И вот спустя 15 лет, когда уже все, я не в деревне, в городе, работала в Сосновом Бору, и там мы решили сделать уборку вообще комнат. Я эту историю все забыла, и резко было, да, там перестановка мебели, да, я захожу в темную комнату. Вообще темно, никого нету. По ночам мы шли и убирали, по идее, эти комнаты. И захожу в темную комнату,
она такая маленькая, черная, и там стоят, короче, 3 огромные эти, типа лодки вообще. А оказывается, я прям вообще А ты аж представь- закричала. Офигеть. У меня плюс воображение включилось, я вот этот... Вспомнила, этот да? рассказ стоят эти А, штуки? Нет, в комнате, А. маленькой черной комнате, и 3 такие огромные И что по это 2 в итоге метра. было? Я включила свет, а это шкафы так поставили! Нет, в моменте, В наверное, моменте очень это конечно. было страшно. очень страшно. Это- 3 огромные, что-то там стоят. Когда то, что тебя впечатляет в детстве, это жестко потом вот так, Да. да? Это в резко целом, включилось. не, в целом, когда вот резко что-то происходит, это страшно. Я, короче, как-то забыл, что у меня пришла убираться филиппинка, короче, домой. И я, короче, вообще забыл. А у нее ключи все, типа, от дома. Я прихожу такой, открываю ключ, и с той стороны тоже открывает ключ. Ой. Я такой, я вот так дверь, она открывает дверь. Я, короче, закрываю дверь назад. Она такая, Максим! Максим! Я аж покраснел от страха или побелел, я не знаю. Дверь такая, она такая, типа, что с тобой? Я такой, о, я вообще забыл, что вы тут. Ну, я что-то уснула, что-то вот долго, типа, ну, поэтому долго прибирался. Такой, тьфу ты, боже мой, короче, я... Ну, все, такое бывает, короче. Поэтому твой страх понимаю, насколько ты в моменте оцепенеть Да, можешь. Да, резко. конечно. Не оценив ситуацию, реально. Ой, это ужасно. было страшно. Страшнее, сейчас страшно. Так, Так, очень. теперь определитесь, Да. чья история вам понравилась больше. Лично вам просто. Она не говорится, что это хуже, просто больше вам понравилось. Итак, и показывайте пальцем на счет раз, два, три. Раз, два, три. Это было жутко. О, Да? Паша, Да. Паша. Если мне так нравится, Это как Даша твоя история. рассказывает Это всё твоя это. история. Да, Мы- а, мы вот так? Да, ты её это забираешь. очки где? Да, это очки. Да. Мы Я забираем. думала, это Ой, простая такая. что это, не знаю. Так, выбирайте, тяните следующую. Давай. Давайте Вот посмотрим. так же буду. Сегодня Love story. Love story, давайте. Поговорим о любви. Ну, вы все женаты. Мы замужем. Замужем. Да и замужем, Точнее, фу ты. точнее. Я рассталась вчера. Замуж. Вчера? Ну, не вчера, неделю назад. Холостой? Следующее шоу с тобой. Полустая. Давай, love story. Кто начинает? У кого было? Кто Так же, первый? так Кто же. хочет начать? Давайте я расскажу. Давай. Паша. Да. Ну, у меня love story ведь дофига было, конечно. Ну, я просто самый яркий момент хочу рассказать. Обожаю, Паша. Короче, я же как ребенок, ну, мой внутренний ребенок, у меня был день рождения, мы тогда жили с моим бывшим, уже бывшим, да, в Москве, ну, на время с двойняшками, там, с 4 детьми, и во время дня рождения он хотел сделать мне сюрприз, чтобы мы пошли в стрип-клуб, где танцуют мужчины. Вау. А, ничего себе, прогрессивный Да. какой. Прикольно. И там Молодой вход- человек. Green flag. Да. Ну, типа, подарочек ты можешь там посмотреть, там для тебя мужчин, там я такая, ну... И он с тобой тоже, типа, пойдет? Да, конечно. Блин, круто. А потом он такой позвонил, и оказывается, там вход 15 тысяч. Я Е-е-е. говорю, дорогой, любимый, давай, я не хочу смотреть на Потому других что уже, мужиков. уже Лучше семейный что-то бюджет, купить. конечно. Да, За 15. и, Золотое яблоко. и он такой, блядь, что так дорого? И он от всей души хотел реально меня так порадовать. Да? Да. Я бы тоже, на самом деле, если у меня были бабки, я бы так тоже стриптизершу там заказала, да, или эскортниц, шучу. А так, короче, получается, я обожаю ресторан, страна, которая нет, в центре прямо находится, прямо вот так вот, Новикова ресторан. А. Я прям люблю ее. Мы прямо туда ходим, с подругами ходили, когда я там жила, или заезд. Какой-то очень крутой ресторан, да, я не знаю. Нет, он обычный такой ресторан, такой темненький такой. Но сам факт, то, что он в центре стоит, я говорю, давай так дорого. А я такая, хорошо, что дорого. А что я там буду смотреть на этих голых мужиков? Я с любимым мужиком Лучше покушать своим. пойти, лучше покушать Да, и мы с торгового центра, я говорю, пойдем туда, вот мне прямо хочется в свой день рождения пойти туда. И вот мы с ним пошли прямо вот в центр, и там ужин такой был, и меня еще коллектив поздравляющий, Мгм. класс. И я такая вот сижу, он все меня накормил, я такая счастлива, и такая думаю, короче, блин, он у меня такой классный мужчина, я бы даже простила ему измену. Мне так хотела, вот когда такой мужчина хороший, нереально, да, вот хочет, покупает тебе, что ты хочешь, я его еще раскрутила на AirPods. Я вообще просто не знаю, у меня нет... Да, Давай. на AirPods раскрутила, я говорю, дорогой, у меня день рождения, можно мне AirPods, я хочу вот когда посуду мыть, он такой 5 секунд подумал,
хорошо, такое. И вот после ТЦ мы поехали туда, и это был прямо, ну, у меня и дороже подарки, как говорится, были, да, я шикарная женщина, я это знаю, да, но вот это такой момент, когда мы отменили стрип-клуб и поехали вместе, посидели, это был для меня прямо, ну, Ну, это вот ощущение всю твое, жизнь, да, да, приятное прямо. ощущение, это прикольно, прикольно. правда, от кальяна потом мне башка болела. Это мы опустим, это мы опустим. Кальян, тортики, вроде бы не день рождения, как у звезд, да, просто кальян, тортик, любимый, салатик, ну что еще Ну, нужно главное, для счастья? атмосфера. Да, и атмосфера, и коллектив тебя Ну, поздравляет. я думаю, в стрип-клубе В тоже центре прикольно было Москвы. бы. Ну, я не знаю, я бы не пошла бы туда, не за Да ладно. Да, честно. Ну, если бы он как- такой, типа, да пофиг, да, 40, не 40. Ну, женщин еще посмотреть. Я на можно женский для стриптиз эстетики. ходила. Да? Это Да. так красиво. Я еще хотела приват, но что-то не получилось. Я не Блин, да. ходил. А не я, ходил. честно признаться, не разделяю идею... Стриптиза? Смотреть на женщин? Не, Почему? ну, и На раздевание? я не, как понимаю, что кто-то любит Тебе дарили смотреть. стриптиз хоть раз в жизни? Мне не дарили. Ты была в стриптизе? Спасибо, что не дарили А мне ты была в стриптиз в этой стриптизе? жизни. Нет, конечно. И я просто, не знаю, мне кажется, что когда женщины раздеваются перед другими людьми за деньги, это... Немножко Это неприятно. выбор женщин. Ну, по идее, Ну, это выбор не отменят, если... Я не спорю. Нет, что мужики это же выбор. тоже раздеваются. Ну хорошо, когда мужчины раздеваются за деньги, тоже плохо. Мне вообще, когда взрослые люди раздеваются, мне вообще пофиг. Это дело взрослых. Это главное не касается, типа... Нет, Не мы же говорим про насильно, свое да, мнение. Мы сейчас говорим про Семьи свое мнение. То есть Максим, сейчас же да, кто-то семьи говорит- разбиваются кто-то реально. говорит, вот, классно, мне кто-то кажется. А говорит, стриптиз? Да, семьи У меня есть подруга, которая отсюда, да, подруга-сестра. Вот она реально ходила с мужем, получается, в стрип-клуб, где это Москва-Сити, да, там очень много эскорт. Если он выбрал там себе одну, прикинь, трое детей у нее. И ушел, да? И У ушел к у ней. эскортницы? У Ну, это же эскортницы. не У вина. эскортницы 3 детей? Нет, у моей подруги. Подруги. трое Я думал, детей. он выбрал эскортницу с И И 3 она детьми. говорит такая, ну, блин, мы расстались, он выбрал шлюху там. и так Мгм. Но далее. это же Я не такая, вина шлюхи, а Это вина мужика, да. мужчины. Это Слушайте, фильтр. даже я хороший понимаю. фильтр для Нет, мужчин. нет, безусловно, но... Не, ну провоцировать, конечно, тоже... Вот может быть, именно. да, может Вот, быть. вот, Может то быть, есть может быть. зачем создавать... Ну, там интересно, кстати, в заведомо- этом. Я один раз был на мальчишнике. Я Но не там видела. как ты ходишь, как бы, там же денег нет, тебе же дают вот эту валюту их там. Я не знаю. Ну там нельзя, ты вот с карточкой походить не будешь ты. Тебе дают валюту, вот эту местную, ну как ты покупаешь. Не знаю. В стриптизе? Ну стриптиз валюта, короче, там. Ну я был... Стриптиз валюта. Ну я не знаю, в Иркутске... Биткоин, стримкоин. Короче, Ну, типа жетончики такие дают тебе, и ты этими Это как жетончиками... биткоин у Любузовой, Ты как что-то вот это, да? как Типа тема парк Анора, развлечений да? дают Парк же тебе развлечений, да, жетон. вот эти дают, и ты ходишь с этими жетончиками такой, Да? ну, оно, монетки эти кидаешь. Ты где был это? В Может, Иркутске, это в парк? Иркутске. Как он придумал? Это в Сочи парке я был. Просто в остров, вот чисто остров сокровищ там ходил, чисто где-то в детском Помните, про Сону центре? Паралич рассказывал? придумал? Космобол. Там аэрохоккей раздевается сразу. Ладно. Ну, Прикольная всё, история? у меня всё Прикольно, история. прикольно. Да. Да, я, короче, долго думала, какую лавсторию рассказать, но у меня, короче, была очень неоднозначная. Я решила рассказать смешную историю, потому что я свою историю с мужем я уже 300 раз Ну, давай, рассказывала. давай, и давай. поэтому не буду, поэтому расскажу смешную историю. Мгм, давай. В общем, я, короче, прохожу в одном из торговых центров и встречаю там, захожу в магазин, чтобы приобрести себе нижнее белье. Мгм. Нижнее белье. Комфорт? Ну, я не буду говорить конкретно, потому что это про людей, то есть поэтому не буду. В общем, да, я прихожу и в магазин нижнего белья выбираю, то есть я часто хожу в этот магазин, выбираю что-то, стою, смотрю, и девушка, консультант, которая там работает, говорит: вы Даша Габышева? Я говорю: да. А я, в силу профессии, как бы, то, что я стилист, я привыкла, что все равно какие-то женщины меня знают все равно. Ага. И я, даже если не знакома с человеком, и он ко мне обращается, я всегда такая: да, здравствуйте, это я, то есть, потому что, во-первых, вежливость, во-вторых, я думаю, что нужно быть френдли, да? Ну да. И она такая говорит: а вы знаете, вы любили моего мужа в начальном классе? Ой, мамочки. А я такая стою, смотрю на нее, Любила прям? я такая начальном вообще, классе. и я начинаю прямо думать, прямо ее мужа, А в понимаете? каком из нет? начальных классов? Первый, Ну, второй, в третий, четвертый, общем, четыре. очень важно, что она сказала моего мужа. То есть я А. не любила какого-то мальчика конкретно, да? Я любила ее мужа именно. Он То есть помнит. он уже тогда, наверное, как-то был... Он помнит, значит. Ну, наверное. И она говорит: вы любили моего мужа в начальном классе, там, в каком-то. Я такая... И она мне произносит его имя. И я сначала не совсем поняла, то есть у меня было вообще... А потом это твой муж оказался. Ладно. И я такая, типа, смотрю на нее, и такая...
Да, ну то есть потому что был дело, ну то есть как бы- любила, чувства ну были. да, то есть как бы были чувства в школьные вот эти начальные начальные классы. Я такая, Начальные чувства. да, и я стою, Не. и я прямо не знаю, что сказать. Детская любовь просто. Виновата себя почувствовала. Ну, я когда- такая не знаю, а что сказать, типа, В магазине будто нижнего изменили. белья. тебе повезло, или мне вот эти трусы, или передавай ему привет. Я сейчас даже не могу. Давай сфоткай меня и скинь его. Да, типа, давай сфоткаемся вместе, передадим привет. То есть, вообще, я реально стояла, и у меня в голове было миллион мыслей, и я не знала, какой Ну, это выбрать очень ответ. странная вообще И я такая информация. стою, смотрю, и такая, ну да, было такое. А потом я ничего не купила и просто ушла. Я так развернулась, ушла. И знаете, о чем я шла? И думала, о каких обстоятельствах она вообще узнала об этом? Да то это есть, вот вообще Он странно. Рассказывал он, значит. вот, и Хвастался, так, типа, наверное. я про себя думаю, что это правда было в начальных классах. Там была прям такая любовь детская, искренняя. Он мне очень нравился, этот мальчик. Искренняя любовь была, когда я там какие-то валентинки, какие-то подарочки, знаете, ну я очень старалась. А он меня толкнул и сказал мне, что я страшная, если что. О, Ну, осуждаем. я думаю, наверное, он своей жене так рассказывал. Такая думаю, Я милая моя, отказалась. Знаешь, вот ее знаешь. Я ее толкнул и сказала, что бегала она за мной, страшная. бегала за мной, Она бегала за за мной мной. бегала. Молодец. Но Мне но кажется, она не детство- уточняет, что и нам было по 8 лет. Да, Ты, прикольно. наверное, как кукла Я всегда была, так делаю, так типа, можно тоже. Я тоже так было делаю, тебя типа. Я страшно. не уточняю, сколько лет было в тот момент, Ну, типа. типа, это моя бывшая. Я его Да, когда-то классно. бил, вот так типа говорю. Вот. Мог побить, а это уже давно было еще Да, в первом да. классе, типа. Ну вот. Сейчас уже не могу. И это просто какая-то жесть. И я потом, я выхожу, и там меня Максим ждет, то есть мой муж. Говорю, Максим, говорю, знаешь, что со мной сейчас произошло? Он такой, что я ему рассказываю. Ну, потому что, то есть, мне нужно было срочно Ну, это, поделиться короче, этим. это есть люди, которые информацию... короче, люди иногда страдают от того, что они рассказывают много лишней информации. Ну, Мгм. типа своей второй половинки, которая в целом, она Да. не нужна, эта информация. Она никак не влияет на жизнь. Да, и Да, то, что она да, мне да. об этом сказала, это тоже на самом деле просто в моей голове я ее запомнила, да. То есть я знаю, что Ну, ты больше к ней теперь пойди- я знаю, что он женат. Ты не пойдешь покупать, Хотя. не будешь покупать у нее Нет, людей. я туда больше не Ну, ходила. вот и все, она минус клиент. Но- Видишь? Я реально больше Он туда не своей хожу. информацией Я когда кассу понизил. Вот это. потому что я волнуюсь, я теряюсь, что Ну, конечно, это это странно. Это странный вопрос. При... И теперь о чем мне с ней разговаривать как-то Ну вообще? Привет, подруга, у нас много Она общего. ничего хорошего тебе не посоветует уже. Ну да, Да. такая, вот эти трусы можно. да. И то есть вам пойдет. Ладно. Love story. Самый романтичный момент в нашей жизни с мужем хочу рассказать. И это было не в начале отношений, как оказалось, а в середине. В середине было, да, не конец, пока не Ongoing. В Да. У вас отношениях. общие дети, да? У нас общие, да, А, классно. двое общих детей. Простите. У нас общих 2 ребенка, 2 Классно. девочки. Старший 4, младший 1,5. И вот когда я поняла, что он мой человек прям до конца, прям всем нутром, когда родилась вторая дочка наша. А до этого ты сомневалась? Честно, да, честно, я сомневалась, были сомнения. И после этого случая я подумала, все, это мой человек до конца моей жизни, я хочу с ним состариться. И это был момент, когда мы хотели совместные роды вообще с первой дочкой, по идее, тоже. Ничего себе. Да, Там к пандемия сожалению, была. там была пандемия. И вот со второй дочкой у нас хорошо все получилось. Вообще, еще такие можно по-якутски, да? Да, А да. сколько вам сейчас, простите? 28. Нет, Мы нет, уже Я ребенку. думала, она забыла. 1,5. Ребенку полтора. Вы же Младший. недавно родили. Да, младший Уже 1,5, что ли? Мгм. У них год там за полтора. Время жестко быстро. Реально, вообще быстро пролетело время, я сама даже не опомнилась. Вы что, вместе рожали или что? Да, мы... Нет, я просто Инстаграм же смотрю. А. Даша смотрю. Вот вчера как будто родила, уже, кажется, 10 месяцев. Я думал, как-то в курсе, у вас какой-то чат есть, где вы миритесь. Ну, Мамочки, да-да-да. Якутии. Мамочки еще называется просто мамочки. Так вот, совместные роды. Вот хочу рассказать про это. Давай. Вообще, сначала в первых родах я боялась, и слава богу, что его там не было, потому что первые роды, это всегда в неизвестность женщина идет же, там, не Ну, знаю, кошмар что произойдет, на вторых родах я еще была подготовлена, я знала, что будет. Во-первых, Будет ребенок. будет ребенок. Ну, все этапы боли, наверное, Да, понимаешь, да? в Ой, первых очень страшно. родах ужасно. Я рвала... Даша очень страшно, 2 ребенка еще, да, рожаете? Ди Нет, вообще. кесарево, Но девочки. Ну, все равно. все равно Ага. восстановление, этот же, Ага. уже Ну, не хорошо надо. восстановились все. Хорошо выглядите. Надеюсь. Спасибо. Да. И вот в первых родах была ужасная ситуация, потому что волосы рвала, я кричала. Было ужасно. Слава богу, я этого не видела. Не контролировала Не себя. контролировала Ага. себя, реально. А во вторых родах я еще более-менее знала, и
морально даже то, что Аял даже как бы да, легче даже было как-то, приятнее. И он с тобой стоял вот так, да? Да, он зашел, когда у меня были схватки более-менее такие неболезненные, и когда прям начались болезненные, он чукрушка прям держал мою руку, считал, там же период всегда он укорачивается, раз Миссисипи, 2 Миссисипи, все, дорогая, заканчивается, скоро почему будет Миссисипи? идти. Ну, Как здорово. Я мне прям, вот сейчас у меня мурашки. Миссисипи? Миссисипи. А почему вы реку считаете? А что Потому такое что Миссисипи? раз Миссисипи, 2 Миссисипи, так секунды же идут. Раз, два, три, когда считаешь, это же не секунды, это быстрее считается. 101, 102, 103, 104. Ну, мы до этого не додумались. В Да. Миссисипи додумались? Миссисипи. До этого додумались. А разница между детьми как? 2 года. А, да? Да. Но все равно там легче, мне кажется. Да, организм не так забыл. И в итоге он... А там мужчина не видит, да, все? Ну, этот низ. Видит, конечно, всё. Сейчас все будет. В смысле Да? все видит? Ровно у меня такое было из-за этого. с Блин, мужем. подождите-ка, ну Да, он очень хорошо поддерживал меня, включал музыку, потом еще под рок-музыку. А так, оказывается, болезнь, да, легче проходит, когда очень прям хард-рок, металлику включаешь, что было классно. Да. О, Бахигараса, я... Слипкнот, да? Прикольно. Да, снимает, да? было. Нет, он не снимает Wake рилсы. up. Он прям, блин, ты такая красивая, Диди Хаир, наоборот. А может, давай попробуем что-то, и Диди Хаир Чё ты? пытается. А сам по-любому жестко волнуется. Да, внутри, он тоже теряется, у него все эмоции выходят, он переживает, то хочет, то любит, и даже такое, оказывается, бывает. Я даже сама удивилась. Да. И вот во время боли все уже начинает подходить, вот уже потуги келлер. И я ложусь на кровать, и не знаю, что со мной произошло. Ну, слава богу, без обезболивающих, без лишнего, прям без химии барбыта. Чисто природой. Роды, вообще природные роды. И вот из-за этого у меня как-то... Природы. Ну да, Да. природа. Реально. Да. И вот разум затуманивается или как, я не поняла, то, что я сижу, и прям у меня кружится голова, и Аял меня поддерживает, и я говорю, что Иветта где? Я зову свою старшую дочку. Где моя Иветта? Иветта и Дивен. Почему-то Да. это... Ну, я в сознании, я понимаю, и не в тему я это сказала, я думаю в голове. И я ял, медсестра, у моей жены галлюцинации! Он так переживал, и говорит, «Чего?» И, кстати, мы еще взяли масло, чтобы там не было разрывов. И он, этот акушер пытается поймать ребенка, и что-то говорит, ведет. Я ял так под... Извините, я сейчас быстро... Не глядя, Он глядя, если бы Да, не да. хотел врачу мешать. Даже она такое типа... есть, оказывается, круто же. Да, чтобы разрывов не было. Ну, это же в его интересах тоже. Масло подливает, и потом уже все прошло. Акушер отошел на некоторое время в Ладе, и я остался один. И там, короче, подробности не буду говорить. Он Да, не надо, пытался- не надо. Уже не надо. Всё, не надо. Он прям роль акушера взял на себя. Офигеть. Он стоял прям вот так, смотрел на все это чудо, как Ага. это происходит. И, отвращения не было. Он Говорят прям- же, в обморок падают некоторые мужики. А он прям смотрел все это и прям Не, видел. а я жесткий, Но мне мне кажется, кажется, он что это про мог любовь. пережить То это. есть, Да. когда Это ты про любовь. любишь Но он своего и человек человека, тоже ты такой можешь же. все что угодно Не, он сделать жесткий для человек него. сам по себе просто. Ну да, он Да. в тюрьме не работал, Да, поэтому уже- как бы В ему... тюрьме работал? Роды принять. Ну, роды Ну, в тюрьме роды принимал? Нет, Так рождаются слуги. Он принимал Нет, роды в нет, тюрьме. нет. И Он да. акушер? Он аял? Нет, просто мало ли. Он лучший рекламщик города Якутска. Да. Да? Факт. Да. И вот родилась дочка наша, он обрезал пуповину, и после этого я поняла, что это мой человек. Офигеть, да, конечно, ничего Конечно, это себе. твой человек. В смысле, он пуповину сам разрезал? Да. Так дают, да? Да. Круто. Классно, это так здорово. Ой, боже мой. Но очень Я важно, бы как-то никогда в жизни не На пошел. самом деле очень Вы важно. даже по рассказам да, жутко. Важно, что ты тоже сохранила какое-то спокойствие. То есть это же синергия, потому что мне кажется, что когда между людьми нет энергии вот этой вот Химии. химии своей природной, вот этой нет любви Они настоящей. не пойдут. Да, то есть они могут Отторжение пойти, будет, они я могут пойти. Имеется в виду, что А вот эти всякие... как там это- другие эмоции начнут выходить. А говорят же, что мужчины после этого там холодеют к женщине. Нет. Такое. Всё Извини, нормально? Нет, но это я сразу слухи. хотела рилс в голове, вижу, настоящий мужчина это делает, встречает ребенка руками, голыми руками, да, вот Да, так вот. Но в его все стиле... подтирает. Ой, всё. Так, ладно. Нет, под его У меня же фантазия хорошая, да? Тебе не надо, Конечно, пожалуйста. его фирменная Нет, но музыка. это нормально. Да это не, я не говорю, что это плохо. Да, это такое. дела семейные, я считаю. Так- Вообще так должно круто, быть, вообще так должно очень быть, замечательно. очень Давайте здорово. выбирать чья история лучше, пожалуйста. Давайте. На счет 3, да? Давайте. Раз, два, три.
Аял, спасибо за бал. Love Story уходит тебе. Совместные роды это вообще супер. У меня ровно так было тоже. Ну, без масел и без пуповины, но ровно, жестко помогает. История из детства. О, вообще. Давайте не я, вы уже. История из детства. Да, давайте я расскажу. Давай. Я подготовилась. Давай. Давай. Я даже хочу показать. Простите. Что там? Простите. А можно я Татуха тоже? Энда. Ой, а можно я тоже? У меня тоже Вон, тут есть. А? О, боже. Этот шрам стоил мне жизни. Мамочки. И шрам за сколько рублей? За 35. Из-за 35 рублей я чуть не лишилась жизни. Чё, как? Ужас. Дело было так. В детстве я очень любила кушать. Прям нереально любила кушать. Я была плотным, да, полненьким ребенком. И за еду я прям лох. За хлеб с маслом я готова, короче. И в детстве нас мама лавчик кружки оставляли одних дома часто. Это тоже какая-то тревожная тема. Ну ладно, пускай. Тревожная. Ой, зайка. Она со Мы счастливым тебя потом- концом. Давайте дадим ей Я- приз и пойдем домой. Я потом оплачу тебе психолога. Или бар. А чем тебя быстрее рассказывать? Ага. Так, в детстве нас мама оставляли одних детей, потому что они работали в Балладе, а мы там бесились, играли, и вот однажды братья мои решили закрыться на кухне и поесть рулет, который стоит 35 рублей. Химозный такой ужасный. Классный, да. который на этот, Фу. в школе ты берешь, чтобы... Да, на- с росой Да, на да. мероприятии. Мать. И вот они скрысятничали, хотели поесть без меня. Я такая, в смысле без меня? И там у нас на кухне стояла такая дверь стеклянная, а там стекло такое старое, советское, такое толстое. И я прям, и гениальная моя мысль, в состоянии аффекта, голодного Как та аффекта. женщина, которая через забор перелазила. Почти. слава богу. И у нас тут идет коридор. Коридор — это кухня. И я решила, так, с разбегу сейчас я открою эту дверь. И я, короче, как в режим Рэмбо включила и залетела вот через это стекло вот так. Офигеть. И прям как в замедленном... А ты не думал, что ты разобьешь его? Тебе сколько лет было? Мне лет было сколько? Я была в 5 классе, Ну, так но вот. я не додумалась. И да, эмоции насколько Но, сильнее да, были. прикинь. желание поесть было больше, чем логика. И, блин, И ты инстинкт залезла через самосохранения. стекло? Она пролетела Да, через дверь. сквозь стекло А, слава пролетела. богу, я думала, тебя кто-то этот... Зарезал? Нет, нет, нет. А что такой большой шрам, мамочки? Вообще, ну там вот такое стекло было, и прямо что спитая. Ужас. И я прям такая, все молчат, тишина. И тут Они вот так капли прилетели? крови. Да, все в шоке, капля крови. Я чувствую что-то теплое по А, руке. ну идет. там прям много, до артерии же там что Да, где-то. да. рядом. И чуть до артерии не дошла. Я иду, смотрю в зеркало, и тут прям мясо такое. Фу. И, Ой, короче, у меня даже вообще нету эмоций, вообще оцепенения барбыта. И А мой как рулетка старший- в итоге? В Поела? итоге я не поела. Спойлер, я не съела рулет. И старший брат начинает драить полы с тряпкой. А чё? Лиза, не умирай, Не пожалуйста, уми- Дизе. Полы мой, главное, не перевязывай. Главное, чтобы полы были чистые. И был у меня младший брат, который сейчас работает хирургом. О, Врачом, почему, это да? врачом точнее, хирург Ага. потах врачом Чукурукте, и он, в холодным умом пошел к соседям, бардывайте, отвез меня к соседям, постучали к соседям, а там маленький ребенок с этим, Блин. с мясом, и он такой открывает дверь, такая, блядь, матерится Чукурук, и перевязал мне руку, он, считаешь, спас мне жизнь, Чукурук. о. И вот мы позвонили маме, Скорой, скорая, да. Круто. И О, в так- смысле, не круто, а этот. Ну, круто, Ну, реально. поучительная история, Да. поучительная, прикольно. Что не Так надо, что не надо бежать. главное, я жива, и рулет не стоит моей Да, жизни. да. За 7-минутные Ты ешь типа рулеты возможности. сейчас? Нет, поэтому, мне кажется, я не люблю рулеты химозные больше. Классные страны. Я Давай. тоже расскажу, но Давай. коротко. Хорошо. Я же в детдоме выросла. В какую камеру смотреть? Шучу. Короче, Но это не Влад, шутка, это кстати, не шутка, это это факт. продолжение той истории. Помните, я рассказывала, в Мирном я была? Ага. Да. А с Верхневилюйска в Мирное это как в Лас-Вегас приехать. Ну, примерно, ага, как будто ты в Москву приехала, да? И я помню, я такая была Да? маленькая, а где среди обычных детей мы были домовские, короче. И почему-то директор меня жестко любила. Я не знаю. Директор детдома тебя любил? Или Нет, директор лагеря? лагеря. А. И мне так повезло было, я такая могла там, так, арбуз мне дайте, или я что-то там проигрываю, да, и они говорят, нет, Пашечка выиграла. Там были такие фишки, короче, такие, да, собираешь, короче, и ты за эти фишки кушаешь. Говорят, так, что Паша не Я дали говорю, фишки?» эта система имеется где-то, Да, короче. ага, а я такая крутая, короче. Она существует! Да, в лагере. И я такая, короче, если я где-то проигрываю, я приходила к директору и говорила, а смотрите, а меня там обидели. Ну, А, так, ты сейчас такой пойдем. ребенок был, да? Я такой противный ребенок был. Это первый год, я была такая звезда там в этом лагере в Мирном, да. Потом на следующий год
чтобы в этот лагерь попасть, мы анализ сдавали. И меня откусила собака. В детдоме в Верхневилюйске. Я не буду шрам показывать, у меня... А он был Снимаем, что ли? с лишаем был. Он то есть бешенство или что типа Ну такое, да, да? ну там все 40 дней, да? Да, 40 а я уколов лишними. вскрыла эту ситуацию, и просто меня как будто никто не укусил, и я села в самолет и со всеми поехала туда. А там, когда начали медосмотр, поняли то, что у меня уже все пиздец, короче, начали полячки везде появляться. Вы что думаете, второй год, блядь, год кармы, как говорится, да? Нету этого директора, директор поменялся, и я, короче, меня говорят, так, слушай, сейчас ты будешь заражать детей, у тебя там чуть ли не это, лишай на лишай, Почти ты зомби, едешь да? сейчас не в лагерь, а в Мирнинскую больницу. А тебя этого Но она тоже, изоляция. она крутая тоже, да? Нет, Изоляция. она обычная, и меня постригли на лысо. Мне 11 лет. Вы представьте меня лысой, О, какой господи. для девочки, наверное, Это вообще. как- И в ага. Ну, я 11 поэтому понимаю, почему ты все подростковый. время так волосы отращиваешь у тебя. Концлагерь. Да. Не, это мой бывший постоянно заставляет меня из-за этого. Бывший заставляет тебя? А Да. как он тебе звонит? Где? На каких Нет, правах? слушай, не трогай, ты такая красивая, не трогай, вот так и Ну, у тебя вот я действительно... хожу. Нет, Ну, классные волосы Да. И вообще. я дальше расскажу. Что-то меня перевязали, что-то это лечили, антибиотики, и через 2 недели обратно отправили в лагерь. Вы представьте, лысая в лагере. И прикинь, с тем Прикиньте, авторитетом. какой стресс А там был. были прошлогодние дети? Нет, Слава слава, богу, да. богу, ага. И прикиньте, вот ты такая звезда в прошлом году, а тут приземляешься лысая, Просто из худая, безумного Макса. страшная. Фуриоса. А у меня еще череп, как у узбека, я не знаю. Почему узбеков не любят? Или у таджика. Но у меня реально в крови- Это называется азиатский череп. Нет, не У меня у азиатский. сына тоже такой. Ну, не знаю, у узбеков вечно фруктовые же вот так делают, и у них... Да. Это нарезки, чтобы тебя просто захейтить. Да не, ну мы же азиаты, какая разница. Да, и ну, А, так можно, да? я не отрицаю, что у меня есть узбеки или таджики, это круто. я У меня тоже красотка. узбеки есть, скорее. Но У меня в бабушка плане, вот в тот узбечка. момент, когда я была лысая, это был просто самое ужасное лето в жизни. Ну, Самое я ужасное понимаю. лето. Я захожу в туалет, короче, Это надо было в первую историю рассказывать. я, Страшную. я захожу в туалет этот женский, ну, как бы для девочек захожу, и там все кричат: «А, мальчик зашел!» И все убегают, короче, я такая, пиздец, ну, хотя бы одна пасу. Я такая, Паша еще не рассказывает стендап, мне да. кажется. Вообще. И потом, получается, и папа приехал, узнал то, что у меня при отце, он болел сильно, из-за этого жила как бы в детдоме, он был инвалидом, и он узнал то, что меня на лысо, он бедный, прямо приехал там, ага, и говорят, рация это как будто в концлагере. Прасковья Бояркина, к вам приехал отец, подойдите в центр лагеря. Ну что, типа такое, я такая, ага. Лысый ребенок. Я такая иду, лысая такая, иду, короче, а там папа идет, и он так на меня посмотрел и заплакал, говорит, что они со мной, а я вся в лишаях, вот такая, пиздец, короче, настрадалась. Ага. Ну вот, потом я привыкла, этот месяц такой был такой, а потом они же потихо выросли, у нас ежики там нормально, короче. Блин, Ну, нормально, да, прикольно. Но зато как это тебя... Видишь, ты не, как называется, ты не забулилась, а ты наоборот стала сильнее. Это Сильнее. прикольно. Да, а потом мне пофиг было, я вообще звездой стала. Вообще. Недолго. Слушайте, Давай. ну я такая, у меня вообще теперь нет истории. На самом деле у меня очень много кринжовых историй в детстве, потому что я росла с братьями. Давай одну из них. Вот, и я не знаю, какую такую рассказать, чтобы... У меня есть история вот тоже похожая на твою, где у меня пробился череп. Оу. На твою, слава богу, нет похожей истории. Ага. О, реально Но я шрам тоже есть. лежала в больнице. Да, у меня сильный шрам, у меня прям вмятина в голове, но я не знаю. В общем, У я нас вообще... история про шрам. Лиза задала тренд. Ну, я расскажу, наверное, скорее не про шрам, а расскажу в какой-то мере хорошую историю. Потому что это светлая история, она... Надо отметить, что двух участников этой истории уже нет в живых. То есть моего старшего брата и моей бабушки. А так мы росли в основном преимущественно втроем, нас отдавали бабушки, с утра типа приводили, и мы там тусовались. Бабушка жила в неблагоустроенном доме, и каждый раз приезжала водовозка и привозила воду в бочку, а бочка стояла дома. И то есть каждый раз нужно было вот этот шланг туда, как бы в эту дырку впихнуть и держать, чтобы бочка... И нужно обязательно, чтобы кто-то побежал и крикнул «Все!» Вот это вот обязательно было. И мы, в общем, остались дома, бабушка наша уходила рано, она работала уборщицей и рано уходила. И получается, это утро, и идут вот эти утиные истории, или вот это вот... Да, единственный классно. момент, когда по телеку что-то прикольное показывают. Да. После этого. И вот как раз в этот момент приехал водовоз. Понимаете, да?
как бы, что на весах, да? И мы, в общем, с братьями, не знаю, негласно приняли решение не следить за водой. И мы сидим в зале, смотрим телек, мы все сидим на А полу. бочка дома? Бочка дома, О, она на боже. кухне, но там как бы... Ну, я как бы понял, всё- через окно закидывается, Да, да? и там все вместе, как бы, да. Ага. И в Ой. какой-то момент мы просто понимаем, что становится мокро очень сильно. Ой! А он что, тоже типа, ну, по пару тоже бочек пофиг. завел? Курит, наверное, не знаю, в общем, что он там делал. И брат старше меня всего лишь на год, получается, брату 7, мне 6, маленькому 3. Или 4, ну, Такие где-то так. маленькие. Да, и мы дома одни сидим. Вот. И получается, что мы бежим, начинаем орать все, он это все вытягивает. Но, как вы знаете, что в любом советском доме что? Везде ковры. На кухне палас, не ковер, палас. Палас, палас. Несколько ковров в этом в зале. Пару и на всё потолка, пару на этих, да, на стенах. да, еще на стенах. Все мокрое, короче. Все мокрое. И... Они же еще такие тяжелые становятся, когда... Да, и мы просто понимаем, что сейчас бабушка придет, и нам, ну, все. Ну да, ну до свидос, до свидос. Просто мы А уже... это лето было или зима? Это Может, на было улице? что-то типа осень, ну, ближе... Не, ну короче, этот вот ковер, когда он, короче, водой наполнен, его не поднять да, тупо невозможно, то есть, и короче. мы Тем более пытаемся маленькие что-то дети. сделать, и получается тряпками они быстро наполняются, это же нужно еще в ведра выносить, то есть ты вот так промакиваешь, потом ты должен бежать, вынести ведро, занести его домой, снова это сделать, то есть нет у тебя... Ну, момента, Да, да. как бы канализации, чтобы все это вот... И мы маленькие, то есть мы насколько смогли, мы все это сделали, но сами понимаете, что все было мокрое. И возвращается бабушка. Бабушка возвращается, и прикиньте, какая влага стоит в деревянном доме, да? О, Все мокрое. И мы такие стоим, виноватые. И бабушка такая заходит, смотрит на нас. А мы все время такие втроем. То есть мой брат повыше, я и маленький. Вот мы все время так стоим, этих мокрые, тоже в трусах, я прям помню, это стоим такие, на бабушку смотрим. Бабушка такая смотрит на нас и говорит: полы помыли. И мы такие: да. Она говорит: И ковер помыли. ну хорошо. Она такая разувается, идет, ну хлюпает, по всей видимости, по этому полу. И у бабушки в шкафу всегда были шоколадки. Я отдал шоколадки. Но вы знаете, что, опять же, в то время у нас не было роскоши, чтобы мы ели 3 шоколадки одновременно. Да, ну база. делишь, ага. Да, она достает Марс Ну, делит, да. и делит его, и каждому дает Я до сих поровну. пор так делаю. дети. Мы тоже так. Я детям говорю, мы так делали, они мне не верят. Они говорят: как можно поделить 8,5 сантиметров на 4? Я говорю: можно. Ну, Я по линейке мерю и показываю, что можно. В общем, бабушка нам поделила, мы едим, сидим, и я вот до сих пор я понимаю, что вот взрослый человек, я понимаю, что бабушка... она поняла. Она все поняла. Да, да. Ну, молодец, очень крутая И девушка. она нас не наругала, а дала нам эти шоколадки. И если честно, я каждый раз вспоминаю, и, это для меня светлая какая-то память, светлая грусть про мою бабушку, вообще Добрая про история. мои Блин, истории. у тебя бабушка добрая. Меня выгнала из деревни же бабушка за такую же фигню. Да. Выгнала. Не из дома, а из не деревни. Ну как, дом-то... Ну реально, из деревни. А куда? Я в городе жил и в деревне к бабушке ездил. Куда еще она меня может выгнать? Только из деревни. Вот. Она отправила меня прям следующим... В чем суть? Я тоже так же, как ты сделал. Типа дома стояла бочка, через окно закинули шланг. Да, и все. А я что-то сидел, и я привез с собой, типа, дендик, короче. Я сидел, играл, и вообще забыл. И это все пролилось домой. А в чем суть? У нас подполье в доме, короче. Вот у И нас- просто я всю картошку, все, это был конец сезона, типа осень, Да, сентябрь, вот. все залил, короче. Представь, ну весь урожай, который Просто все собрали, перспективы я все зимы. уничтожил. Вот все водой, все в воде там, где... Я помню, что я понимаю, что ну что-то уже плохо, тот тоже что-то, ну все там залилось. Бабушка пришла, я ей еще не говорил. Я собрался, и я такой, думаю, пошел гулять, и потом она сказала, что ты уезжаешь домой. Она даже видеть меня не хотела. Я просто все садила на машину, отправила домой. Ну все, такое Вот, было. но наша бабушка реально, она нас, наша бабушка берегла. Я Ага. не знаю, какая она была мама, строгая, может быть, вот По-моему, вообще не строго. понятия не имею, какая она. Не, обычно добрые бабушки это очень строгие мамы в Да, прошлом. то есть, Да? и знаете, что моя бабушка для меня прототип, вот я мечтаю, меня спросите, чем я мечтаю стать бабушкой. Даже я замечтала стать вашей бабушкой. Я Как- я хочу быть бабушкой, я Конечно. хочу вот любить своих внуков, знаете, Да. вот не запариваться о воспитании, просто, знаешь, вот А я по воспитывать факту лучших сейчас детей. такая, как вот ваша бабушка Да. сейчас. А хочу быть такой бабушкой. Ну, такой. Что-то нужно, вот. нужно что-то чисто, что прошло у тебя в жизни такое. Валерьянку может пить или что? Можно. Не, наша, Или просто пить. моя бабушка, моя бабушка была очень жестко крутая, я ее обожаю, и
Вообще все самые лучшие истории в моей жизни, они все связаны вот с моими братьями и с моей бабушкой с детства. Потому что вот это было какой-то рай на земле, знаете, вот эта вот маленькая квартирка неблагоустроенная, это было лучшее вообще, Ну что да. можно придумать. Итак, ну что ж, Давайте. истории выбираем. Чья же история лучше? Итак, 1, 2, 3. Паша, ничего себе. Вторую Вообще, забрала себе, вторую же лидирует. себе. Солдат Джейн. Итак, какую выбираем? Да, А Максим, что там давай было? такая Позорную или жизненный урок, который... Давай жизненный урок без Жизнь. позоров. Давай без позор. позоров. давай. Интереснее. Позор, давай. Шеем. Позорная Позорных так слишком позорная много. история. Поехали. Кто Да. начнет? Давайте я. Давай. Ну, Давай. я прям не такая позорная я была, да? Просто мне было стрёмно. Стрёмно было. Мне тоже, кстати, очень много позорных, вы все знаете. Давай, который мы не знаем. Какую-то инсайдерскую позорную историю, нужен которая не инсайд. вошла в рилсы. Нам нужен там. инсайт. Ну, позорная пабликам была, не да. пошла, да? Давайте я начну. Ну, не позорная, а было стрёмно, потому что я очень долго после вторых родов восстанавливалась. Тело хотела привести в порядок, и занималась, и вот очень стеснялась пойти в бассейн. Но я так хотела пойти в бассейн, и тем более там так дешево, оказывается, в Челбоне 250 рублей только стоит вход. Да. По всей видимости, у нас сплошная интеграция. А, Да, нормально? без этого никак тебе крутить. Эксперты и реклама. Так, вот, я вот решилась, месяц морально решалась пойти туда и выбрала максимальное время, где мало народу. И молилась, чтобы я не встретила никого из знакомых. И вот, и там же, блин, душевые общие же, там все раздеваются, все голые заходят, И переодеваются. как заходят назло в все, бассейн. наверное, пришли в это время, которое ты пришла. Слава богу, было мало народу. Все твои подписчицы. Слава богу, было мало народу. Я думала, фу, слава богу, никого нету. Уоррен, пошла, поплавала, и мне было так классно, я думала, решила, все, буду ходить несколько раз в неделю. И вот выхожу довольная с бассейна, и тут в директ сообщение приходит. Что? В директ Директ. приходит сообщение. Подписчики пришли. Да, и тут пишут: здравствуйте, Лиза, я вас видела. Вы после вторых родов не так нормально выглядите. И мне было так Ну стрёмно. хорошо, что не обосрали, а сказать нормально выглядит. Ну и стало так стрёмно, ну я так долго решалась пойти в бассейн. И что, ты правда. больше не ходила потом? Я больше еще не ходила. Пожалуйста, не пишите мне после бассейна. Но потом я ходила, правда, в этот... Ой, в сауну. Мне кажется, у А, вас свой бассейн Сауна будет. нормально? А? Свой бассейн будет у Свой. вас. Надеюсь. Блин, в частные надо ходить, наверное. У нас нет но я- частного бассейна. А где у нас сейчас? Дома, блин, есть же Дома надула и сауны. купаешься. Мой до дыры же есть Да, бассейн. всегда так делаю. Не, ну в Челбоне-то нормальный бассейн. Ты... А, прям вот так, Да, ну типа, да. там же типа поплавать можно. Не, если просто покупаться, конечно, можно в сауну. А поплавать-то все равно надо идти в какой-то профессиональный. Слушайте, у меня Точно. такое было в салоне шугаринга. Я, кстати, Нет, в таких видела местах вообще не сахар- прикольно. этот Сахар воск видела, тебя помнишь? Вот, у меня была такая история, вот такая история. Когда Но мне уже сказали- во время процедуры. Уже, да, такая, ой, я забыла вам сказать, я на вас подписана. О, Не говорила бы, Да сказала. это вообще Зачем? интересно. Вот это неприятные штуки, когда на массаже, там, вот, знаешь, вот, типа, мне массажистка делает просто массаж. Ой, мы вас смотрим, я такой, ну пиздец, мне вообще уже не, я уже не А у расслаблюсь. меня, можно слушай. я расскажу чуть-чуть? Ну-ка. Вот я как раз видела ее, когда она уходила с Сахар воск, я зашла, и меня тоже шугаринг когда делала. Я так стесняюсь, короче, ну там, Ага. когда делают, ага. И я так стесняюсь, она говорит, не стесняйся, тут даже шлюхи ходят. Ну это не про тебя же, нет, не в тему. Это в Азимуте. Я такая, спасибо. Окей, хорошо. Это был комплимент. Насколько они не знают все же, Да. но они хранят тайну Даже до следующего Да что клиента. там, да что там, я понимаю, если бы там было как-то очень нелогично женщина, а там нет, ну тогда да. Типа я сохраню твою тайну, в этом можно. Ну а так-то что? Нет, а у шлюх там чем отличается? от Не знаю, но обычной она женщины? типа так, Не типа, стесняется, не ты что стесняется. стесняешься, типа так. Давайте А у меня по- позорных историй было очень много, это 18+, это беременная, вот я запустила свой живот, да, 1 апреля, все подумали реально, что я беременна. А сейчас я хочу позорно, это когда ссоришься с бывшим, ну сейчас бывший пока. Пока. Пока бывший. Уже Короче, пока ты была жестко ссоришься и говоришь, все, пиздец, мы расстались, он придурок, он козел, там нашел новый, потрахался, там, а потом такой, миришься, короче, да и такая, и молчишь. Всем привет, мы вместе.
И такая... Я прям пару кого-то я видел такое. Вот. Это ты меня, наверное, видел. Нет, Ага, не тебя, да? точно. У кого-то такое И, есть. и все такие говорят, подожди, ты же сказала, на этот раз навсегда. А у меня же, я не просто так не люблю расставаться. У меня обязательно новости, паблики, она рассталась, она это. Они уже заебали просто говорить. Можно материться, А да? ты же можешь, типа, не Ты уже говорить столько раз просто? материалась. Я не могу не говорить. Тебе нужно выговориться, да? У меня нет то есть это твой- психолога дома, у это меня твой есть психоанализ, сторис, мои да? подписчики, я говорю, пиздец, мы расстались, короче. А потом, когда я мирюсь, я думаю, Сахалы же есть Да. такое, ссоры избы, Невыносимо. да. И вот реально вот думаешь, блядь, что ты там наговорила? Как это все стереть с памяти моих подписчиков? Чисто этот люди черные. Я вот себя вот чувствую реально вообще позорно, блин. Говорят же, рил же есть даже, счастье не любит тишину, а счастье это не хочет говорить, что ты опять с бывшим. Обосрала его, да? И с ним помирилась. Ага. А потом мой бывший говорит, Ну, ты что прикольно. меня срешь? Подожди-ка. А говорит, ты что меня срешь вообще постоянно? А я ему говорю, ага, я сейчас буду в сторис говорить, ты какой-то прекрасный, хороший у меня, а тогда тебя же заберут, как говорится, с руками, ногами. Так что я тебе буду срать, пока ты мой. Вот так вот. Блин, лайфхак, вот это лайфхак. Да. А вы про свою проявленность. Вот лайфхак. Мы неделю назад расстались, я написала, там мы расстались по пабликам тоже, позвонили мне журналисты, расстались, и он говорит, я говорю, Журналисты. ага, мы сегодня Сахадей с ним звонят разгов- же постоянно. Да, Сахадей, кстати. Да. Я не люблю разговаривать по телефону. Все звонят. Я говорю, да, мы расстались. А я как с психологами разговариваю с ним. Мы расстались. А почему расстались? Ну, я устала Чего? вообще. Я хочу с детьми просто. Я устала ревновать. А он такой популярный у меня, прямо очень красавчик. Ага, и я сегодня с ним разговариваю, там, ну, по нашим делам, где у меня 3 детей, и мы всегда будем в контакте. Если что, бывшее, будущее, знаете. Ага. Ну, весь гарем, куда смотреть, да? Ага, и я говорю, ну что у тебя новое появилось? Он, ты там по новостям сказала, все начали писать. Я говорю, ну чтоб ты не скучал, дорогой мой, говорю. Вот так, я так Я забочусь о всем нем. сказала, что ты свободен. Да, типа такое. Ну, чтобы он тоже не страдал. потому что у Активировала нас- радар. Ну, все такая позорная история. И вот хотелось бы немножко Ну, дать прикольно, что совет, если у вас серьезные отношения, семья, ладно, это я. Но когда вот ссоритесь, немножко придерживайтесь, не заходите в сторис хотя бы. Сахадей не давайте Ну, интервью. зато у тебя общественное мнение на тебя не влияет. Это же круто. Что, люди наоборот расскажут иногда. Вот, допустим, А у девушки меня- не могут ага. рассказать много чего, и потом просто из-за того, что общественное мнение на них, они не Да. даже очень сильно хотят, но не сойдутся уже. Из-за У того, меня что они вот, так наговорили. Когда ПМС, у меня крыша едет просто. Вот как, Ты я всем, не ты знаю. отметишь себя в Инстаграм, эти дни Да, я не просто- обращайте внимания на меня. Да, вот С 3 я- по 15. Ну, не так долго. Нет, мне кажется, каждый ПМС у меня подписчики все ждут. Так, у нее ПМС сейчас. Они уже знают. Сейчас какой-то календарь. хайп должен быть. Сейчас что-то она опять натворит. Сейчас посмотрим. Рекламная интеграция в день ПМС. Ну реально, у меня 2000 подписчиков было, когда я в утку пустила, что я беременна, просто свой живот не похудевший показала, да? А у меня 7000 просмотров. М, стало. да. На 5000 увеличилось. Нормально. Ну все, ну сейчас прошло уже все. Молодец, спасибо тебе. Да, спасибо, Паш, ты вообще делаешь Паша контент. классная. вообще. Искренне рад этому. Да. Слушайте, ну позор вообще, там, на самом деле, как, наверное, у всех людей его много, благо просто тогда не было Инстаграма. Когда весь был мой позор, он остался за пределами рилзов, всех вот этих штук. Это вообще прекрасно, можно было тогда натворить делов, конечно. вообще. Да, И нам WhatsApp, правда да, не повезло, было? в отличие от молодежи, мне кажется, нам повезло. Мы не стримим все, что И никто не в стримит. детстве у нас вот это вот в юношестве, максимализме было, оно осталось там. И это помнит тот, кто помнит. Все, тот, кто... У кого был Bluetooth, GT. ЧК-порт или... Все. Форумы. Все, да. Поэтому, мне кажется, огромное количество парней 35 лет нормально сейчас живут, и их рэп никто не слышал. Мне кажется, вот. Ладно. Благо такой позорной истории, слава богу, у меня нет. Никакого читала рэпа рэп? я не записывала. Я же... Нет. Позорная история. Ну, короче, да, давай, все, давай. что я вспомнила недавно, в общем, была такая ситуация, в общем, мы с ребенком пошли в больницу. То есть это когда Алексей был поменьше, это было где-то 2 года назад. В общем, Алеша сильно болел, мы очень долго не могли понять, чем он болеет. Ходили по всяким врачам, короче говоря, и наконец-то нам порекомендовали классного врача в медцентре, все. Я думаю, того самого. Короче, мы пойдем в медцентр, все будет круто, все будет прикольно. И мы, кстати, мог бы быть он, но это был не он. Это была женщина. И она такая, я захожу в кабинет, и она такая: я же ваша подписчица. Я же на вас подписана. Нет, ну слушайте.
но в Инстаграме вы, конечно, получше выглядите. Что? Реально, вы вот это фильтры используете, да? И я В такая... смысле, врач тебе говорит? Да, и я такая... Блин, Это у А нее мне диагноз. очень не рекомендовали этого врача. И я Не просто- рекомендовали. 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 И я Но она, просто- видимо, врач хороший, человек плохой. Я просто молчала, я реально молчала и просто смотрела на нее и говорила, ну, по всей видимости, да, по всей видимости, в интернете. а что в тебе не Инстаграм так? Ты говорит. вообще красотка. А, ну, Ты я, лучше, чем Но- в Инстаграме но я, выглядишь. давайте возьмем факт того, что я не была накрашена, там вот эти моменты, Ты наверное, сейчас они тоже не её- накрашена. ты ее очень как-то красива. смутило там это. Ну, Да. короче, Это неважно. из её не- признака. Нет, ты в неважно. Инстаграме хуже, кстати, выглядишь, да, чуть? Да, В спасибо, жизни. спасибо. Да, ну вообще, что-то ты тоже не Девочка. исправила Да, ситуацию. да, Ты не да. помогаешь Максиму. Нет, в смысле, в деле, жизни ты для вообще меня- красот. Для меня эта ситуация, короче, мне, честно, было странно и супер неоднозначно. И тем более То есть, доктор, да? да. Но знаете что, Конференция. прикол в том, что мы доходили к этому врачу, Ну, и когда и я очень радовалась, и всем начала ее рекомендовать. Мгм. Потому Даже что, ну, после а- этой ситуации? Да, потому что, ну, врач, она правда крутой. А. И я начала ее рекомендовать, и мне начали писать женщины. Что, она всем так говорит? Да, они говорят, типа, а вы уверены, что она хорошая? Я, типа, вот после первого раза, ну, как бы ребенка больше к ней не повела. Я говорю, а чем она вас смутила? Она говорит, ну, она не тактично относилась, типа, по отношению ко мне. Я говорю, ну, вам какая разница, даже ребенком все нормально делала? И, то есть, и я, и, У меня ну, какой-то мне- пунктик у мне неё было есть. стрёмно. Самоутверждается за счет Red flag. других женщин, наверное. Мне было стрёмно, и мне было как-то реально в какой-то момент стыдно, что, типа, что когда ты вот, ну, условно, там, медийное лицо какое-то, да, люди могут быть, особенно женщины, на тебя подписаны в любом случае. Ты как бы не можешь потом из дома выйти, ну, любым ненадлежащим Ну, образом. ты не можешь ничего даже сказать ей. Ты скажешь, тебя больше Да, растут. я, знаете, вот в родительских чатах никогда ни с кем не ругаюсь. Знаете почему? Да. Не потому, что мне сказать нечего, потому что я знаю, что потом Да. они Скрины разлетятся. да, начнут вот, типа зазналась или Скринить вообще что-то легко. еще что-то. Ну, я Короче, вообще поэтому я молча. хожу, ничего не комментирую. Ну, это плохо, да. Нейтралитет. Но это и есть, типа, что тебе твоя Нейтралитет твоя приходит. аудитория, она тебе чуть-чуть язык подрезает, короче. Да. Не бывает. Ответственность, Свобода слова ответственность. меньше. Да, ответственности Бывает, да, бывает. И точно так же у меня была позорная история, когда я сматерилась в Нюрбе и потом это на GK выложила. Вот В видишь. смысле? А как? А Да, что ты кстати, сказала? что-то было. А момент в том, что я не могу, я сейчас не матерюсь уже год. Ну да. Вот. Ты, ну не говори, если Ну это да, мат я какой-то. сматерилась, там было хорошее слово, просто они вырезали начало и Я конец. помню, это же недавно Маты было. это же Да. нормально. Нормально же. Ну, я тоже Мать считаю. без Мы мата, не взрослые мать. люди. Вот, я тоже, я сразу записала сторис, я говорю, Это в цитату. люди с детьми, скажите, пожалуйста, кто из вас прямо не матерится никогда? И все такие, да как можно не материться? Даже если у тебя муж есть, ты материшься, Не, все ну, уже. Ну не через слово было, это же... А я там один раз сказала, но они нарезали. Именно это и Да ладно. скопировали Да, друг конечно. друга. Мы сейчас про слово барахсан спорим, так что что вы? Маты, Ди, да. алло. Барахсан это мат, что ли? Нет, 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 нет. Нет, типа, Ну хороший. хватит, Паша! Ты почему все делаешь как заголовком какой-то газеты? Заголовками говорят. Слушайте, Паше нужно завести свою газету. Вообще тебе нужен Ты свой бы, как паблик. спид-инфо я бы тебя читал. Нет, вообще. вот, Любую- вот эту цитату «мать без мата не мать», это мне подписчики сказали, чтобы ну я это нормально, успокоилась. Я да. сказала, извините, что я так много матерюсь, но нахуй мне это надо. Они такие говорят, мать без мата не мать. И прямая трансляция. Я говорю, ой, спасибо, огромное, и давай Классная дальше. цитата так. Да, ну, я стараюсь сейчас не материться, да. Да, кстати, это энергетика Вот, негативная, вот, очень плохая. поэтому, потому Ну что да. это Тоже как- слышала об как этом. самопроклятие. Нет, я Да, матерюсь я только не в компании пацанов, потому что ну там прикольно так разговаривать. Ну типа вот с вами не Но смешно. эмоции задает У же меня мат. еще такой момент был, когда я вижу подписчиков тоже, да, вот они говорят, блядь, нахуй я так устала. Они вот не привет, не Бояркина, там привет, я ваша. Они сразу, блядь, ты я так заебалась дома тоже сидеть. Вот так вот, и мне, Но как- ты их а когда научила, я видишь? в обществе, я же немножко другая, Да. субординация, я такая, здравствуйте, я такая, правильно, здравствуйте. Да. А значит, на вы ко всем А обращаетесь. потом на Если вы вы женщина. обращаюсь, как бы все, а у себя творю там все, что можно, да, как говорится. И потом я А может, захожу. биполярное расстройство? Да, кстати, может быть, ага. И я такая захожу в прямую трансляцию и говорю, а сегодня я увидела подписчиков. Вообще я всех вижу и матом ругать. Не ругайтесь, пожалуйста. Такая правильная, ну при Женщина двойных встрече. стандартов. Прикольно. это Да, прикольно. и они так, ну, они со мной так комфортно, свободно, я себя уже так Не, же ну это как-то Ты круто, на самом деле. раскрываешь Без масок, женщин. Да, на Да, самом деле это они здорово, у тебя расслабляются. народные классные подписчики. Из-за Да. этого и мне Они, кажется... которые тебе говорят, ты что такая страшная? Ну да, ужасно. Ну, мне это кажется вообще не в тему. Так, Давайте выбирать, Да. чья история лучше. Удобно. Раз, два, три. А, подождите. Нет, ну Паша реально классные Да, рассказы. три. Ну, у тебя жизнь просто, видимо, интересная. Я, короче, А, блядь, ну, шучу.
Я о чем говорю? Я же всегда выбираю подарки. Они не всегда сильно ценные, но Да я не их, надо с мне подарки, я их с это душой выбираю. С классно. душой, подожди, с душой. Я даже не знала. Душевой чисто подарки, 3 мочалки. Клубнички, короче. Давай, это классный подарок. Давайте. Это крутой подарок. Не, мы сейчас все будем кушать ее. Даже? Давайте, да. Изобильная, Паша? А что, помыть можно, да, или... Нет, Они лучше- помытые? Я вот не знаю, мне А сказали, я съем что- грязное. мне сказали, что Да они ну помыты. нафиг, я устала, блин. Зашкварная история. Если заражусь, то этот, хотя бы похудею. Ну, то будем лежать вместе. Похудеем, отдохнем от детей. Отдохнем от детей. Лайфхак от Она ела мамочек. грязную клубнику, Я, чтоб кстати, есть с Аленой Алексеевой же дезинфекционную. помирилась, она говорит, она переживает за меня. Ага, и она говорит, типа, Паша, ты аккуратно там со своими сторизами и прямыми трансляциями. А вдруг ПДН придет? А я говорю, блядь, пусть приходит и забирает всех 6. И она такая, все, всех забирает, я хотя бы отдохну 2 дня, они меня обратно отправят. А она такая, хорошо. В общем, всем большое спасибо за выпуск. Вам Клубничка от спасибо. Паши Бояркина. Да, всем пока. Пока Паша кормит клубничкой. Еще один заголовок. Все, всем пока, до свидания. Куда смотреть, да?